Город Карабулак расположен на реке Сунжа. У него давние исторические корни, связывающие между собой представителей различных национальностей и конфессий. История Эльдархагала, или крепости Эльдарха, уходит в далекий 17 век, первыми поселенцами которой являются ингуши-аштроевцы. В 1859 году на месте Эльдархагала образовали Терскую казачью станицу, которая в 1860 году вошла в состав Сунжского отдела Терской области, а в 1920-29 годах входила в состав Сунжского казачьего округа. В 1962 году станица становится поселком городского типа в подчинении Сунжского районного совета. После возвращения из ссылки многие ингуши, несмотря на некоторые социальные и бытовые проблемы, решили обосноваться в родном поселке. Одним из первых был Курейш Ганиев. 7 мая 1968 году я был уволен из рядов вооруженных сил СССР в запас. Время родители проживали в Сургагах, и я возвратился в Сургагу. В 1969 году весной я уехал тогда на заработки. Нужно было заработать на что-то. И в то время не хватали рабочие места. Я тогда находился в 1969 году в Оренбургской области, Сарыкташский район, деревня Сарыкташ. Письмо пришло, что домой будешь ехать в Сургагу. Не надо ехать, приезжай в Карабулак. Евдошенко, 13. Я когда приехал, я у отца спросил, когда мы переехали. 9 мая в 1969 году мы переехали жить в Карабулаке. Тогда был поселок, да? Тогда был рабочий поселок был там, а это была станица. И вот так вот. Поселок стал привлекательным для многих жителей республики и в 1995 году получил статус города, что является немаловажным для населенного пункта с развитой промышленностью и расположенного на пересечении основных республиканских дорог. Тогда был колхоз имени Кирова. Председатель колхоза был Наумов. В то время в станице работали люди, они занимались земледелием, сеяли, значит, пахали и убирали. Хлеб шел караваном. Шел хлеб в то время караваном. Земля была общая, пшеницу сеяли, кукурузу, все было. Овощная бригада доставляла овощи и Ингушетии, и Чечне в то время. В то время в Чечне овощной бригады не было. Овощная бригада здесь доставляли и для Чечни продукции, и для Ингушетии. Даже с Северной Осетии ближайшие села приезжали, отсюда брали овощи. До 90-х годов в Карабулаке функционировали заводы сухих реагентов, асфальтобетонный, газобензиновый. Сегодня здесь действуют предприятия химической промышленности, запущены новые производства. Развивается ряд предприятий малого и среднего бизнеса, торговая сфера. Город Карабулак расположен в центре Ингушетии. Здесь проходит железная дорога. Мы находимся рядом с трассой Ростов-Баку. Численность города 36 тысяч человек по последним данным. Площадь Карабулака составляет 8361 гектаров. В данное время город Карабулак – это большая промплощадка. Сегодня мы отвели 50 гектаров земли под строительство промзоны, то есть будут вкладывать частные инвестиции. На этой площадке сегодня идет интенсивное строительство завода по производству алюминиевых радиаторных батарей. Также будет строительство завода по производству смесей для штукатурки, для отделочной отделки. Также построена уже картонажная фабрика, начато строительство завода по производству полимерных труб, уже готов к запуску товарный двор, это частные инвестиции.
Завод построен, уже работает, функционирует завод по переработке нерудматериалов. Это объект ГУП, государственный объект. Здесь по городу Карабулак мы делаем все возможное для инвесторов, то есть создаем такие условия, чтобы они могли приехать к нам, отвод земли, освобождение от земельного налога. Создаем такие условия, чтобы они что-то создавали. Город преображается с каждым днем. Уже запущены и планируется запуск социально важных объектов. По линии Фонда содействия и реформирования ЖКХ идет строительство многоквартирных жилых домов. По строительству многоквартирного жилья сегодня мы активно работаем по программе переселения жителей многоквартирных аварийных домов. В этом году уже сдано 2 28-этажных дома. 1 6, то есть 2 8-этажных дома и по 28 квартир. Также сдан энергосберегающий дом. Сданы под ключ квартиры для жильцов из аварийных домов. Теперь тут ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. Что подвигается, что одежда яконде. И что мне это успокаивало. Я радуюсь, потому что его, кстати, мало, он сильнее хочет жить, а? А то аварийный так пирался. Швейцария, это захолдат, хочу утопить, хочу побалдеть, холдат, это аварийный положение, холдат, я их побывал в холоде. Мы переехали месяцев 3 назад, вот так вот. Как раз на Мархаш это было. Вроде бы нам все нравится, все красиво. Тепло есть, вода горячая есть, холодная есть. Отопление хорошее у нас. Чё? Нас все устраивает. Двор красивый, самое главное. Подъезд красивый, квартиры, как вы видите, сами высокие, просторные, красивые. Мне все нравится, меня устраивает все. Строительство данного многоквартирного дома, которое началось в начале 2012 года. Данный дом строился согласно республиканской адресной программе по переселению граждан из ветхого аварийного жилья. Принятие данной программы предусмотрено федеральным законом номер 185 о фонде реформирования ЖКХ, где предусмотрено финансирование по переселению граждан из ветхого жилья. Совсем недавно новоселье отметила и семья Гавардашвили, которая с 90-х годов ютилась по съемным квартирам. По словам Мананы Михайловны, руководителя грузинской общины, с Ингушетией их связывают только яркие воспоминания. Особое отношение у них и к Карабулаку, который напоминает им город на исторической родине. Так получилось, что вот по семейному обстановке муж приехал сюда работать, потом меня забрал. Мои дети здесь родились, выросли. И вот так обосновались. Вроде каждый год мой муж говорит, летом поработаем, потом пойдем домой. И вот это длится уже 23 года. Но сейчас уже никуда не собираемся, потому что так мы привыкли, честно вам сказать. Что вот это моя родная сестра. А в гости или вы постоянно? Ну, она уже вот в прошлом году было у нас ДТП. Я сильно болела, я и муж, она приехала нам ухаживать, и вот так получилось, что она тоже какое-то время осталась. Да. Она уезжает, приезжает, правда, но часто здесь бывает. Вот то, что вы обосновались в Карабулаке именно? Ну, не знаю. Здесь мы привыкли очень сильно. Это все свое, вот как свое место. Сперва, если честно вам сказать, с самого начала Карабулак очень похож на моего города, где я родилась и выросла. Вот вид похожий, люди похожи, очень сильно. В Телаве, в Грузии, вот Мимино есть, вот там, Телаве. Вот это город, в этом городе я родилась и выросла. Этот дом недавно мы получили, вот благодаря Юнуспеку Памалгиевичу, вот мы получили этот дом. Это его заслуга, конечно, и другие тоже вот участвовали в этом, но в основном это он. Чтобы моя семья уже в своем доме.
Наряду с другими общинами, населяющими многонациональную Ингушетию, грузинская, численность которой составляет более 500 человек, принимает активное участие в общественной жизни республики, тем самым придавая особый колорит проводимым мероприятиям. Среди них есть врачи, учителя и просто творческие люди. В ансамбле Сунжа старший сын Мананы Михайловны Ливан уже успел завоевать зрительскую любовь. Братья Ливан и Абибо свободно говорят на ингушском, и у них складываются прекрасные отношения со сверстниками. Муж работает, и, конечно, вот это, час по частному работает. Дети, вот старший уже школу закончил, уже 2 года, 3-й год, в Ростове поступил. Правда, ему дали целевое место, но он перешел на заочное в связи с того, что он у меня женился ранее. Ну, я рада все равно, хорошо. Он и работает там, он ингушский ансамбль создал там в Ростове. Детский ансамбль, у него свой сам руководитель. Сегодня Карабулак напоминает строительную площадку, которая подает большие надежды горожанам об устройстве социальной жизни. Идет налаженная работа бюджетных организаций и инвестиционных компаний. Дополняя друг друга, они меняют лучшую сторону облик одного из самых молодых городов России.